Во Владивостоке состоялось открытие выставки «Мой герой Великой Отечественной войны», приуроченной к 80-летию Победы. В рамках этого значимого события художники Дальнего Востока организовали уникальный флешмоб. 11 талантливых мастеров, представляющих все регионы Дальневосточного федерального округа, взялись за создание портретов героев Великой Отечественной войны из своих краев. Инициаторами проекта стали живописец из Якутска, член Союза художников России, отличник культуры Республики Саха-Якутия Мира Аргунова и социальный архитектор, музыкант, отличник культуры Республики Саха-Якутия Александра Старостина. На открытии выставки постоянный представитель Якутии по Дальневосточному федеральному округу Ким Борисов произнес поздравительную речь. В экспозиции представлены портреты героев Советского Союза, таких как Федор Хлопков, Василий Борисов, Александр Костин, Георгий Лопатин, Тит Новиков и Николай Позевалкин, а также кавалеров 3 боевых орденов Семена Намаконова и Михаила Вуквала, фронтовика и художника, почетного гражданина Сахалинской области Семена Соболева и ныне живого ветерана, участника войны с Японией Бориса Рыгина. Дело в том, что каждый юбилейный год, через каждые 5 лет мы реализуем такой проект, который называется «Великая Победа». Он посвящен, понятно, что победе нашей страны, СССР, победе над фашизмом в 1945 году. И традиционно эту выставку мы делаем не только силами приморских художников, но также силами художников, привлекаем всех художников федерального Дальневосточного округа. Вот здесь сейчас вы можете видеть, как произведения наших местных художников вот здесь представлены, так художников Камчатки, Магадана, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Якутии, Бурятии представлены работы. Очень разные. Отбор на эту выставку достаточно тщательный, подается очень много заявлений. Многие обижаются, не проходят и так далее. Но вот мы стараемся держать определенный художественный уровень этой выставки и относимся к ней чрезвычайно ответственно. А также в рамках празднования 80-летия Дня Победы был организован кинопоказ якутского кинофильма «Рядовой Чарин», который стал ярким символом мужества и стойкости нашего народа. Якутская землячество Кескиль стала инициатором данного события. Организаторы мероприятий стремились не только отметить историческую дату, но и донести до нового поколения значение героизма и самопожертвования. Мероприятие стало не только культурным, но и воспитательным, способствуя укреплению национальной идентичности и уважению к подвигу предков. Фильм был очень интересный, мне очень понравилось. Это фильм о том, как якутский гражданин участвовал в Великой Отечественной войне. Сама кинокартина очень простая, легкая, которая показывает тяжелую судьбу. Из-за этого легко понимается вся тяжесть войны. Такой фильм учит патриотизму и не забывает про историю своего народа. Туризм из Владивостока в приграничный китайский город Хунчунь стал самым популярным направлением для российских туристов. Всего в нескольких часах езды на автобусе город Хунчунь привлекает своим уникальным сочетанием культуры, гастрономии и природы. Поездка в этот город начинается с оформления необходимых документов, что благодаря упрощенным процедурам не занимает много времени. Стоимость такой поездки на 4 дня составляет около 10 тысяч рублей за человека, куда входит проживание, трансфер, виза, завтраки и страховка. Поездки в Китай стали привычным делом для жителей города на каждые выходные, предлагая доступный и интересный отдых для всех. Я уже несколько раз бывала в приграничных городах Китая, и в этот раз моим направлением стал город Хунчунь. Могу с уверенностью сказать, что такой формат путешествий пользуется большой популярностью во Владивостоке, как среди молодежи, так и среди семейных туристов. Я считаю, что это очень удобно и доступно. Выезжаешь ночью на автобусе, и уже утром по китайскому времени ты на месте.
В городе завершается пик цветения сакуры. Это событие не оставляет равнодушными ни местных жителей, ни гостей города. На территории Владивостокского государственного университета расположен дендрарий, где растут прекрасные деревья сакуры. Сакура не просто цветок, а культурный феномен. В Японии она олицетворяет мимолетной жизни, а ее цветение становится поводом для национального праздника Ханами. Благодаря близости к Японии и активному культурному обмену Владивосток стал одним из немногих городов России, где сакура чувствует себя комфортно. Сегодня деревья растут в университетских кампусах, ботанических садах и даже в жилых районах города. Ну, в Владивостоке каждый год весной у нас цветет сакура. Есть очень разные виды есть. Есть розовая сакура, есть белая сакура. Помимо этого еще цветут разные кустарники, то есть очень красивая пора. И для меня, как для жителя Якутии, очень это необычно и в новинку, то есть, потому что в Якутии у нас как такого цветения сакур не существует. Ну, вообще, в целом сакур нет. Возможно, есть, не знаю. Вот. Ну и очень красиво, да. Сакура или японская вишница расцветает в конце апреля, в начале мая, покрывая улицы и парки нежным розовым цветом. Цветение сакуры символизирует начало новой жизни и обновление природы после зимы. Жители и гости Владивостока с радостью проводят время в парках, садах и скверах, которые становятся излюбленными местами для прогулок и фотосессий. В местах, где цветет сакура, можно сделать красивые фотографии, отдохнуть с семьей, с друзьями. У нас в Владивостоке есть множество мест, где цветет, но крупные места, где крупные скопления сакуры, это вот сад ВВГУ, ботанический сад Владивостока. Вот. Ну и также по всему городу точечно разбросаны, то есть можно, если проезжать, вообще разъезжать по городу, увидеть разные цветения, то есть и розового цвета, и белые сакуры. Вот. Цветение сакуры в Владивостоке – это не просто природное явление, а чудо, наполняющее сердца людей радостью и восторгом. Недавно здесь отметили праздник «Ночь музеев», в котором приняло участие Приморский океанариум. Мероприятие охватило несколько культурных учреждений города. Акция «Ночь музеев» проводится ежегодно в России и объединяет культурные учреждения общей темой. В этот раз мероприятия посвящены героям разных профессий и эпох. По программе мероприятия состоялись бесплатные лекции, мастер-классы и специальные экскурсии. Особое внимание уделили выставке «Лица Победы. Ученые-дальневосточники», в которой рассказывают гостям о вкладе местных исследователей в науку. Сегодня в нашем океанариуме отмечается довольно-таки значимая, для нас, по крайней мере, дата. Это Ночь музеев и, на самом деле, еще параллельно с этим День рододендрона у нас проходит совместно с ботаническим садом. В рамках конкретно Ночи музеев у нас проходит одно из мероприятий, которое называется «Лекция 5+», для юных наших слушателей, но на самом деле бывает интересна эта лекция и для старшей аудитории, и конкретно приуроченная к этому дню лекция называется «Живые автографы». Что такое обычные автографы, люди знают. А под живыми автографами я понимаю названия каких-то животных, самих животных, которые носят имена своих первооткрывателей, то есть названы в честь каких-то людей. Вообще-то в рамках лекции можно послушать не только про конкретно животных, какие у нас тут на территории нашего Дальнего Востока живут представители флоры и фауны, но и немножко про историю людей, которые сделали очень многое, на самом деле, для открытия, для описания многих новых форм жизни на Дальнем Востоке нашей страны. Одним из самых интересных частей мероприятия стал мастер-класс и удивительный мир звука. Дети делали 3D-открытку, вырезали обитателей подводного мира, таких как морской конек, темный окунь и морской ворон. Организаторы также вели с детьми диалог о том, какие звуки могут издавать разные рыбы. В местных аквариумах дети также могли увидеть героев мастер-класса вживую. Дело в том, что нам очень хотелось связать данный мастер-класс не только с необычными героями, обитателями подводного мира, но и с межмузейным маршрутом, который будет у нас проходить в июле. И называется он «Море звуков в городе у моря». И как раз эти две темы очень хорошо вместе совмещены. И мы сегодня будем делать 3D-открытку, где дети будут вырезать обитателей: морской конек, морской ворон, темный окунь. Ну и также мы с детьми немножечко порассуждаем, а могут ли морские млекопитающие также издавать звуки, такие как морские котики. И после посещения мастер-класса могут подойти дети к нашим
аквариумом, который называется «Молчаливое безмолвие», если я не ошибаюсь, и познакомиться там с рыбами, которые издают разные звуки. Таким образом отпраздновали этот знаменательный день в Приморском океанариуме. Во Владивостоке прошли соревнования по интернациональному волейболу среди студентов со всего города. Мероприятия шли 2 дня подряд. Ежегодное мероприятие, организуемое якутским землячеством Кескиль, состоялось как среди мужских, так и среди женских команд. Участниками турнира стали не только студенты местных университетов, но и также военнослужащие, жители города и члены местных диаспор. Важно отметить, что также среди этих интернациональных спортивных игр есть стритбол и настольный теннис. Сегодня проводится интернациональный волейбол. Сегодня участвуют 4 команды по круговому типу вроде. Они готовились где-то полчаса и сразу начали играть. Жеребьевка прошла по рандомайзеру. Болельщики сегодня очень активные. Еще и вот только-только подходят. Наверное, к концу болельщиков будет еще больше. Сегодня есть и саха, и буряты, и русские, и другие национальности. Но в основном саха. Каждый год спортсмены готовятся к этим соревнованиям с большим усердием, собирают команды и организуют ежедневные тренировки. Для большинства участников спорт – это их неотъемлемая часть жизни. Студенты отмечают, что такие мероприятия поддерживают и укрепляют союз среди студентов разных наций. Спорт для меня – это часть моей жизни. Спортом я занимаюсь довольно давно. Помимо волейбола я еще занимаюсь настольным теннисом. В нашей команде 8 человек. Наш капитан собрал нас недавно, можно сказать. Все хорошо играют. Ожидания от сегодняшней игры хорошие. Думаю, победим. Главной целью мероприятия является поощрение здорового образа жизни и развитие взаимопонимания между культурами спортсменов. По завершении соревнований победителей ждут награды в виде медалей, грамот и ценных призов от спонсоров. Лиана Михайлова, Владивосток.